Барс Медиа представляет. Уже қой беріптір. Мұны обработка қылды екен сабақта. Қара көміліп қалды. Қанат көміліп қалып көтеріліп кетті. Көмілген жерлерші. Жылды жағынан тамыр байлап жатты. И посадки интенсивного сада в первую очередь нужно обратить внимание на место. Выбор места очень важен. То есть не нужно спешить с посадкой, с закладкой сада. Я бы рекомендовал в первую очередь хорошо подготовить почву. Подготовка почвы может занять от 1 года до 2 лет. Это анализ почвы нужно взять. То есть отдельно при анализе почвы отдельно берется верхний слой и нижний слой. Верхний слой 30 сантиметров отдельно берется, и нижний слой в 30 сантиметров отдельно берется. И это все можно будет отдать на анализ почвы, где... Почему это делается? Потому что нужно определить, какие именно микроэлементы или, может быть, какие именно, может, вредители есть в почве. То есть лучше предотвратить и потратить время на проведение данных анализов, подготовку почвы, нежели после посадки уже заниматься искоренением данных проблем, если вдруг что-нибудь обнаружится. И основной совет – это не спешить с посадкой, хорошенько исследовать свою почву. В то же время нужно обратить внимание на инфраструктуру при закладке сада. Это должна быть доступна вода, ограждение. И также за садом должен ухаживать человек, который может... садом должен заниматься человек, который имеет определенные знания в этой области. Карликовый саженец отличается от традиционных тем, что в нем используется подвой, корень, клоновый подвой, который дает яблоку эту карликовость. То есть он сдерживает рост, дает максимальный урожай за счет своего подвоя. Вот здесь можно будет посмотреть. Вот здесь вот место окулировки, где, можно сказать таким языком, где соединяется корень, клоновый подвой с сортовым, с привоем, получается. И чтобы определить качество саженца, нужно обратить внимание на корень, корневую систему. Она должна быть очень хорошо разветвленная, хорошая корневая система должна быть. Высота подвоя должна составлять около 40 сантиметров. На это нужно обратить внимание. Поэтому в Кыргызстане, в основном те, кто продают, я замечал очень много, то что подвой саженца очень короткий. Чтобы был стандартный саженец, нужно измерить высоту именно этого подвоя. Надо, чтобы корневая шейка вышла от земли. Вот здесь, смотрите, он закопанный в землю. Вот здесь немножко открыто, вот здесь уже закопаны, видите, вот здесь закопаны. Тогда они превращаются на высокорослую, они теряют свою ориентацию и они начинают уже поздно плодоносить. Поэтому обязательно должен где-то на сантиметров 10-20 даже должен от земли быть поднятым корневая шейка. И он должен на шпалеру должен быть привязана. И необходимо, чтобы он рос ровно вверх. Он должен как елочка вверх расти до 3 метров. Да, поэтому вот это надо. Это дерево, видите, вот немножко он уже, вот корневая шейка, он немножко закопан, поэтому он уже теряет свою ориентацию. Он в основном, вот видите, вот
уже растет. Вот эти побеги, видите, сильно растет. А вот здесь, которые вот не закопанные, у него почти много плодовых почек. Он начинает уже плодоносить. Он быстрее полностью. Поэтому вот видите, да, здесь корневая шейка, здесь вот где-то вот 4 этих пальцев он приподнят. Ну, можно еще выше приподнять. Он не должен закопанным. А вот такие быть. Карликовые яблоки, они на какой год начинают? Уже они даже на первый год будет цвести. На первый год нежелательно, их можно удалить, а уже на второй год, третий год он уже начинает уже плодоносить. Одно дерево могут давать 18-20 килограмм дерева. Это плода. Они, да. Уже на 4-й год они уже вот так будут давать уже полностью. Карликовые деревья, они отличаются обрезка высокорослого дерева. У них должно быть много вот годичных веток. Самые хорошие плоды вообще они закладываются на годичных побегах. Поэтому очень много надо распустить годичных побегов. Например, вот здесь смотрите. Вот годичные, вот годичные, вот годичные, годичные, годичные. Вот они плодоносные. А у них на всех есть уже плоды. Вот. На них всех плоды есть. Вот они будут плоды носить. Вот на одном дереве должно быть, вот, например, 30%, например, трехгодичные побеги, 30% двухгодичные, 30% годичные побеги. Чтобы возобновить его, надо обрезку здесь по-другому проводить. Вот, например, здесь я вам хочу показать одну здесь. Вот. Вот здесь уже плоды. Например, если мы хотим получить новые побеги, у них вот, видите, раньше мы на кольцо резали, а сейчас вот на балкон, он называется на балкон режем, а вот здесь вот новые побеги. Вот здесь резали, вот новые побеги, вот смотрите. Даже вот сейчас покажу, вот, например, вот здесь, смотрите, вот. В прошлом году мы срезали вот на балкон, а вот здесь уже новые, даже 3 побега. Вот на них уже плоды есть, на них уже будет урожай. Давайте я вам покажу вот здесь сейчас. Давайте. Вот. Тоже срезанная. Уже гессельтырная, она выступает. Вот здесь. Вот смотрите. Вот он называется на балкон. Вот. Раз. Сантиметров 3 оставляем. А вот здесь уже есть спящая почка. Отсюда выходят новые побеги. Вот таким образом мы его режем. При обрезке необходимо хороший инструмент надо иметь. Да, хороший инструмент. Это у нас сейчас на магазинах продаются такие вот такие секаторы. Они тоже удобные для обрезки. Вот, например, больших веток, или можно маленькие тоже вот срезать. Да, они тоже очень удобные. Также нужно обратить внимание на то, что после работы инструментами в саду нужно обрабатывать каждый инструмент, то есть режущую часть, и можно практически все можно обработать дезинфицирующими средствами для того, чтобы не распространять в следующих случаях именно болезни, которые могут передаться через садовые инструменты. В настоящее время садоводство бурно развивается, но тем не менее есть много причин, которые не могут нормально и сильно развиваться. Это, во-первых, это стандартные саженцы. У нас почти во всех регионах это участки, или они называются плодопитомниками, они сейчас в настоящее время нет на частных руках, но они в основном выращивают старым методом. В настоящее время вообще уже садоводство вообще в других странах, они период прошли. Они применяют клоновые подвои, это карлики, полукарликовые подвои, М9, ММ106, еще другие, вот для черешни, для косточковых культур много новых подвоев, которые они дают растениям быстрее вступать на плодоношение и на участке размещать больше. Ну, уход тоже самое, они востребованы меньше ухода. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, незнание, которое они
не знают эту технологию выращивания этого растения. Многие покупают, и дальше они не могут заниматься, и они бросают сделать дальше, что делать. И в-третьих, нехватка специалистов тоже. Многие не знают. Если есть, они не хватает всем, поэтому такие проблемы существуют. Для этого надо будет вообще, если взять по Центральной Азии, в других государствах, странах, например, в Узбекистане, в Казахстане, у них есть государственные программы для развития именно садоводства, потому что садоводство приносит очень большие доходы. 1 гектар несколько миллионов могут дать. А если выращивать другие растения, они не могут дать такие. Востребованность тоже много, потому что сейчас многие границы открылись для Кыргызстана, например, черешня закупают. Это значит, раньше, если вывозили в Россию, в Казахстан, в другие страны, а сейчас уже в Китай уже открылась дорога, да, потому что наши черешни, они очень востребованы. Еще яблоки, они тоже регион, Кыргызстан, вообще он со своими плодовыми, они сильно отличаются от других регионов по вкусовым качествам, по стандарту и вообще по региону. Почему мы должны переходить от традиционных садов к интенсивным садам? Это потому что эффективность, экономическая выгода, как уже все знают у нас в Кыргызстане, почему многие начали интересоваться. И вообще, почему Европа и другие страны начали переходить именно к интенсивному садоводству, потому что это при меньших затратах, при меньших объемах земли, то есть к примеру, скажем, на 1 гектаре интенсивного сада можно высадить от 2500 до 3000, более 3000 саженцев. А при традиционном использовании, при традиционном садоводстве сажается примерно 400 саженцев, около 400 саженцев. И можно сказать также следует сказать о прибыльности, об урожайности, так как интенсивное садоводство приносит более 100 тонн на гектар. Это в Италии сейчас очень такие известные места, где выращивают яблони. Это Тироль, Южный Тироль. Там получают 110 тонн с гектара. И Кыргызстан тоже должен стремиться к этому, потому что у нас земли ограничены. Если мы хотим развивать нашу страну, экономику, то вот это готовый пример. Это не нужно ничего изобретать. Условия Кыргызстана они очень хорошие для садоводства. Влажность климатические. Климатические условия. То есть, если в Японии из-за влажности им приходится обрабатывать буквально 15 раз за сезон, если они обрабатывают, то в условиях Кыргызстана это намного меньше. К интенсивному садоводству нужно будет относиться именно как к бизнесу, с точки зрения бизнеса. Это большая возможность для того, чтобы обеспечивать работой, можно сказать, в регионах. Это может приносить очень большие доходы. Может быть, даже мы сейчас не осознаем этого, но в условиях Кыргызстана можно создать очень большие сады, плантации, где будут обеспечены работой очень большое количество людей.